Запредельные эмоции, горячая поддержка трибун, слезы радости и горечь поражения. Финал Кубка Кавказа получился зрелищным и драматичным. В решающем матче встретились хозяева турнира «Барс» и юные футболисты из Краснодара. В основное время команды сильнейшего не выявили. Судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее оказались спортсмены из Владикавказа. Юные чемпионы тренируются под руководством Алана Агаева, бывшего игрока «Спартака» Алании. Когда-то он сам блистал на футбольных полях России, а теперь делится опытом и знаниями со своими подопечными. Мы готовились к этому турниру, можно сказать, целый год после прошлого первого Кубка Кавказа. Хотели выиграть его, и я рад, что у нас это получилось. Финальный поединок, он и есть финальный. Накал борьбы был такой самый, можно сказать, что такой сценарий, наверное, еще и написать тяжело. Личные награды участникам соревнований вручили почетные гости турнира. В их числе заместители председателя правительства Северной Осетии Рустем Келихсаев и Виталий Зангионов. Кубком Кавказа победителей турнира наградил мэр Сергей Дзантьев. Приятным сюрпризом для ребят стало присутствие на турнире вратаря московского «Динамо» Владимира Габулова. Я специально пришел посмотреть финал, поддержать «Барс» и поболеть, получить сумасшедшие эмоции, которые были в этом финале. Да. Вообще хочется сказать, что этот турнир я таких еще не видел ни в свое детство, ни после, когда уже стал профессиональным футболистом. Это большой праздник для детей, большой праздник для участников в первую очередь, да, для города и для всей нашей республики. Юные футболисты участвуют в подобных турнирах с большим энтузиазмом. Для них это отличная возможность показать себя и пообщаться со сверстниками из других регионов. Детский футбольный турнир Кубок Кавказа уже стал традиционным. Планируется, что в следующем году в нем примут участие команды из Европы и Закавказья. Тимур Бароев, Батрас Пухаев и Евгений Маркин, Осетия ТВ.